Мы так хотим пережить какие-то потрясения, мы хотим пережить какие-то внешние вещи. Когда мы помолились, и пау, новая машина, мы помолились, и пау, решились вопросы. Когда вот этот вау-эффект, Божье присутствие изменит все в твоей жизни. Поверь мне, когда ты ищешь лицо Божие, это гораздо больше даже, чем просто взять пост 3 дня и просить: Бог, дай. Но когда ты переживаешь сердце Божие, лицо Божие, после этих встреч у тебя еще больше молитв, которые говорят: Бог, хочу тебя самого, хочу с тобой встречаться. Вот как мы ищем лицо Божие. Немножечко мы сегодня с вами поговорим о руке и лице. Это 2 стороны одной медали. Сказать, что что-то важнее, сказать, что что-то главнее, это очень сложно, потому что и то хорошо, и то хорошо. Одно без другого не существует, и одно дополняет другое. И сегодня я хотел бы больше поговорить именно о поиске лица Божьего, потому что самое страшное, когда мы делаем нашу веру, когда мы превращаем ее во что-то, что можно сравнить с семьей, где, например, есть отец, работающий, зарабатывающий неплохо, и есть дети, которые не общаются с отцом, но каждый раз приходят к нему, когда им нужны деньги на карман. Иногда мы похожи на таких христиан. Иногда мы похожи на такую семью. Когда мы приходим к Богу, я не знаю, что чувствует Божье сердце. Многие люди говорят, наверное, сердце Божие расстроенное. Бог видел, наверное, столько всего, что Он не расстраивается об этом. Скорее всего. Бог очень сильно пусть будет расстраиваться. Я просто думаю, что у Него нет таких переживаний, как у меня. Если бы, например, у меня есть там дети, и если бы дети со мной разговаривали только на одну тему. Папа, у меня проблемы, я хочу, чтобы ты дал мне 200 сомов сегодня. Папа, у меня проблемы завтра, которые надо разрулить, мне нужны 3000 сомов. Папа, у меня проблемы, я устал ходить пешком, мне нужен велик. Папа, у меня проблемы, велик мой сломался, я хочу мотоцикл. Папа, у меня проблемы, я хочу, чтобы ты дал для меня и для моей новой жены квартиру. Папа, у меня проблемы, я хочу, чтобы ты порешал эти проблемы, связанные с моей работой. И это все, о чем бы мы разговаривали с моим ребенком. Согласитесь, каждый из нас, мы же хотим, чтобы те люди, которые являются частью нашей семьи, так как у многих нет детей, мы не можем понять ребенка, который приходит только за тем, чтобы ты ему что-то дал. Но я думаю, это очень странно, когда у нас такая семья, где у каждого есть свои функции, и мы просто просим, чтобы эти люди исполняли свои функции по отношению к нам. Это очень странная семья, в которой нет отношений, в которой нет разговоров, в которой не обнимают друг друга, не целуют друг друга, не говорят о том, какой ты дорогой, какой ты классный, я так рад, что ты есть в моей жизни, где не говорят спасибо тебе, папа, где не говорят: папа, а какие у тебя сегодня трудности, проблемы, переживания, чем ты живешь сегодня, почему ты сегодня, например, не ешь, не пьешь, о чем ты думаешь. Так приятно, например, когда дети, они приходят к родителям, и так приятно, когда родители точно так же приходят к своим детям не за тем, чтобы что-то получить. Не за тем, чтобы задать вопрос ребенку: дочь, а ты по-настоящему меня любишь? А ну-ка посмотри мне в глаза и скажи мне честно, любишь ли ты меня? И любишь ли ты меня больше, чем папу? Или любишь ли ты больше меня, чем бабушку? Или еще кого-то? Это самые глупые вещи. Я думаю, то же самое. Когда наша жизнь скатывается с Богом на потребительские отношения, когда мы все, чего нам надо, это что-то, чтобы Он дал в нашу жизнь. Это когда мы просто приходим к Нему, и мы рассказываем Ему о том, что нам чего-то не хватает. Я думаю, это не те отношения, ради которых нас когда-то искупил Иисус и принял Иисус в свое царство. Первое место Писания. Я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня опять на жизнь этого человека, пророк Илия, 3 книга Царств. И здесь интересное местописание. Он приходит на гору Хариф, и там он входит в пещеру. Заночевав в ней, в этот момент к нему было слово Господа. И Бог задает такой интересный вопрос: что ты здесь делаешь, Илия? Вообще, когда мы читаем вопросы, которые Бог задает людям, если мы не понимаем контекста, нам будет казаться совершенно все эти вопросы какой-то глупостью, какой-то билибердой, ерундой. Неужели Бог не знает, что делает Илия? Причем он пришел туда, потому что сам Бог его туда призвал. Если в контексте посмотреть. И интересно, Илия отвечает совершенно не в тему. Он говорит: я ревностно служил Господу, Богу сил. Его спрашивают: что ты здесь делаешь? А он рассказывает какие-то истории. И он говорит так: я ревностно служил Господу, Богу сил. Израильтяне отвергли завет с тобой, разрушили твои жертвенники, а твоих пророков убили мечом. Остался лишь я
я один, и они пытаются убить меня. Что ты здесь делаешь, Илия? И Илия начинает жаловаться на жизнь, на окружение, на людей, которые рядом с ним, на обстоятельства, в которых он оказался, на страну, в конце концов, в которой он живет. Согласитесь, так похоже на многих христиан. Бог нас спрашивает о каких-то вещах, а мы как бы не впопад, совершенно как будто бы не слыша, что спрашивает Господь, мы начинаем просто рассказывать Ему о том, как нам тяжело житься и о том, какие люди все неправильные вокруг нас. И дальше, интересно, Господь ему говорит: выйди и встань на горе перед Господом. Господь пройдет мимо. И вот страшный, могучий ветер расколол горы и раздробил перед Господом скалы. Но в ветре Господа не было. После ветра было землетрясение, но в землетрясении Господа не было. После землетрясения прошел огонь, но в огне Господа не было. Знаете, я хочу сказать так, если не читать дальше, Илия был харизмат. Для Илии были важны вот эти внешние проявления. Слава, сила, чудеса, потрясения. Люди падают на пол, их там в конвульсиях лупит, они от демонов освобождаются. Происходят какие-то, вот знаете, вот эти вот внешние проявления. Многие из нас, мы так Бога себе представляем. Для нас так важно, чтобы мы переживали какие-то чувства. Для нас так важно, чтобы мы переживали какие-то конвульсии, чтобы по нам муравьи бегали, чтобы там по нам, я не знаю, там нас обезьяны какие-то трясли, чтобы у нас какой-то внутренний трепет был, там что-то болтало, чтобы у нас какие-то голоса были. Мы все такие. Мы все похожи на этого харизмата Илию. Он точно так же думал, что именно в этом Бог, вот в этих во всех проявлениях. Но там Библия говорит, Бога не было. И интересно, что после огня раздался мягкий шепот. Услышав его, Илия закрыл лицо плащом, вышел и встал у входа в пещеру. Он занял такое благоговейное положение. Он понял, что Бог пришел. И Бог пришел не через те проявления, на которые он рассчитывал. Как часто в нашу жизнь, знаете, мы так хотим пережить какие-то потрясения, мы хотим пережить какие-то внешние вещи, мы хотим, даже когда мы просим у Бога о том, чтобы какое-то знамение было, мы же просим что-то такое внешнее, мы не говорим Богу о том, чтобы Он внутренне нас коснулся своим нежным присутствием. И иногда вот это нежное присутствие, которое сходит во время поклонения, наоборот, оно нас вводит в ступор. Мы не знаем, что нам делать. Когда внутри нас происходит что-то невероятное, этот нежный голос начинает задавать нам вопросы, или мы начинаем чувствовать это внутреннее Божье прикосновение, нам хочется плакать, и мы впадаем многие в ступор. Мы по-другому, совсем по-другому привыкли переживать Бога. Когда мы помолились, и пау, новая машина, мы помолились, и пау, решились вопросы. Когда вот этот вау-эффект, мы ищем этого постоянно, чтобы, знаете, и даже мы говорим так, что был Бог, потому что там был вау-эффект. Но на самом деле, когда мы ищем лицо Божие, это что-то внутри тебя. Внутри тебя, между тобой и Богом. Когда Бог внутри тебя что-то начинает говорить, когда Бог внутри тебя что-то начинает открывать, когда ты соприкасаешься с лицом Божьим, ты начинаешь понимать, кто ты такой без Него. Ты начинаешь понимать, чего стоят все твои усилия без Него. Когда я начинал переживать Бога, и это был такой интересный момент, я уже пережил на тот момент руку Божию, я видел, как Бог отвечает на разные молитвы, но я слышал, что Бог разговаривает с людьми. Я слышал, что люди встречаются с Богом, они переживают Его присутствие. Я помню, я специально находил такое время, когда никого не было. Я мог один, я и Бог, оставаться наедине, и я говорил Ему самые сокровенные переживания своего сердца. Я говорил Ему: Бог, я хочу Тебя переживать, Тебя познавать. Я вижу, как Ты благословляешь, я вижу, как Ты делаешь невероятные свершения, Ты исцелил меня, Ты сделал невероятные вещи с моей семьей, но я так хочу Тебя лично переживать, и я хочу, чтобы Твоего присутствия было больше в моей жизни. Я хочу знать Твое сердце, я хочу видеть Твое лицо. И все, о чем я молился в тот момент, это были отношения между человеком нуждающимся и Богом всемогущим. И каждый раз, когда я проводил время с Богом, я выходил из того места в понимании того, какой Бог великий. Именно на том месте я понимал, насколько я ничтожное существо, я на самом деле как человек ничего не стою. Я там именно переживал всю, знаете, вот эту вот полноту своей греховности. Многие люди говорят, в чем прикол? Когда с тобой общается святой Бог, когда ты по-настоящему встречаешься со святым Богом, ты начинаешь понимать и себя.
Ты встречаешься с Ним, но понимаешь себя. Ты встречаешься с Ним, но ты глубже и глубже или больше и больше познаешь, что без Него ты вообще никто. И ты так больше нуждаешься, и ты так много нуждаешься в Нем. И каждый раз, когда ты соприкасаешься с сердцем Божьим, ты выходишь с того места, где ты общался с Богом, и все, что у тебя остается, что ты больше нуждаешься в Нем. Нет такого состояния, что ты наелся вот посюда, и тебе уже Бог не нужен. Это значит, ты не с Богом встречался. Но когда ты переживаешь сердце Божие, лицо Божие, после этих встреч у тебя еще больше молитв, которые говорят: Бог, хочу Тебя самого, хочу с Тобой встречаться. И знаете, всегда, когда мы переживаем Бога, когда мы встречаемся с Богом, в этот момент, вот в тех самых местах, где мы проводим время с Богом, мы можем ни о чем не разговаривать, не жаловаться даже, как Илия жаловался на свою жизнь. Мы просто можем пребывать в присутствии Божьем, и Бог будет задавать нам вопросы, Бог будет касаться нас, Он будет говорить нам о наших жизнях, о каких-то свершениях, которые необходимо совершить. И интересно, что каждый раз, когда мы ищем сердце Божие, в этот самый момент Бог начинает говорить о каких-то исторических или радикальных вещах, которые нам необходимо сделать. Каждый раз, когда ты переживаешь сердце Божие и встречаешься с сердцем Божьим, именно в этот момент происходит что-то внутри тебя, когда ты начинаешь понимать, что тебе в жизни изменить, что тебе в жизни начать делать по-другому, с какими людьми тебе не стоит общаться, а на каких людей тебе надо, наоборот, сделать ставки и проводить с ними время. Здесь мы видим, что что-то произошло в историческом плане после этой встречи с Богом. Написано так: когда Илия снова стал говорить: «Я ревностно служил Господу Богу сил, израильтяне отвергли завет с тобой, разрушили твои жертвенники, твоих пророков убили мечом, остался лишь я один, и они пытаются убить меня». То есть он выливает свое сердце, он жалуется Богу. Господь ему в этот момент сказал: «Возвращайся дорогой, которой пришел, и иди в пустыню Дамаска. Придя туда, помажь Хазаила в цари над Арамом. Еще помажь Иуя, сына Нимши, в цари Израиля, а Елисея, сына Шафата, из Авел-Михолы, в пророке вместо себя. Иуй предаст смерти всякого, кто уйдет живым от меча Хазаила, а Елисей предаст смерти всякого, кто уйдет живым от меча Иуя. Но я сохранил в Израиле 7000 человек, колени которых не склонились перед Ваалом и которые не целовали его статуи». Интересное место Писания. Он находится в Божьем присутствии, он пришел пред лицо Божие, он ничего не просит, он просто, он изливает свое сердце, он жалуется Богу о своих страданиях, переживаниях, о каких-то своих трудностях. Так похоже на нас. Мы можем прийти к Богу, не то что жаловаться, мы можем говорить Богу о своих внутренних переживаниях, мы можем изливать свое сердце, искать Его лица, и в этот самый момент приходит что-то с небес, что-то, что влияет потом на целую историю, на историю целого народа. Знаете, когда мы ищем лицо Божие, это иногда больше плода приносит, если бы мы просто искали руки Божьей. Когда мы ищем лицо Божие, Бог нам начинает открывать вещи, которые нам надо сделать на будущее. Я вспоминаю эти времена, когда мы искали лицо Божие, Бог вкладывал в сердце миссионерские поездки. Когда Бог, знаете, просто ты находишься в присутствии Божьем, ты поклоняешься Ему, Бог начинает тебе говорить, что тебе необходимо сделать в ближайшее будущее, что повлияет на твою семью, на твое будущее, на развитие твоей семьи, твоей церкви, на развитие бизнеса, на развитие каких-то обстоятельств, ситуаций, в которых ты находился, может быть, в тупике, и ты не знал, что делать. В чем суть поиска лица Божьего? Когда мы попадаем в Божие присутствие, мы получаем внутреннее удовлетворение духовное, это раз, а второе, именно в этом присутствии мы получаем правильное Божье направление и правильное Божье Слово на те необходимые пути, которые нам надо пройти. Знаете, многие из нас, мы же попадаем в тупики, например, связанные со второй половиной, с кем мне построить отношения, правильный ли это человек ли это от Бога, человек ли это с неба пришел, или это из преисподней пришел человек, который испортит всю мою жизнь. Послушайте, есть люди из преисподней, которых дьявол подсовывает для нас, чтобы испортить нашу жизнь, чтобы разрушить наше призвание. Иногда это люди, которые ездят по ушам, они красиво говорят, женщины это те, которые
пользуются искусством обольщения. Они просто там ногу правильно поставил, и все, и ты размял, и ты понимаешь, что без нее я просто не смогу. Остановись, беги к Божьему присутствию, беги к лицу Божьему. Просто лежи, или стой на коленях, или находись в этом Божьем присутствии и ищи Его лица, ищи Его планов о своей жизни. Если Бог тебе скажет, что в этих планах есть этот человек, и это человек, которого Он привел, то Бог обязательно еще кому-то это скажет. Да, подтвердят какие-то люди и скажут, этот человек от Бога, и Бог да благословит вас, и когда придет время, мы благословим вас. Знаете, это так важно сегодня. У нас столько есть ступоров в нашей жизни, столько тупиков. У нас есть непонятки с деньгами, у нас есть непонятки, где нам жить, у нас есть непонятки вообще, что нам делать с жизнью. У нас как будто бы вообще один сплошной тупик. Когда ты ищешь лицо Божие, когда ты взываешь к Нему, когда ты ищешь приближение к Нему, Он начнет в этот самый момент, как Илия в пещере, переживающий слабое дуновение ветра, понимая, что за этим стоит Господь, он переживает от Бога не просто Его присутствие, он еще понимает, что ему дальше делать. Он понимает, когда он выйдет из этого присутствия Божьего, куда ему дальше двигаться, с кем ему дальше двигаться, что ему дальше делать со своим служением, с развитием Израиля и тому подобное. Друзья, так важно, чтобы сегодня мы были церковью, которая проводит время с Богом, которая не просто хочет что-то получить от Бога. Это вещи, которые вторичны чаще всего. Когда мы по-настоящему соприкасаемся, мы переживаем Бога, когда мы видим Его лицо, мы встречаемся с Его лицом, рука чаще всего приходит по умолчанию. Рука приходит по умолчанию. Деяния апостолов, 10 глава. Интересная история про человека, который знал Иисуса Христа лично, который переживал Христа лично, и 3,5 года он был в присутствии Христа, он знал очень много Божьих повелений от Христа, и он понимал, что Христос призвал его в том числе проповедовать всем людям вокруг себя, и евреям, и неевреям, и людям, которые живут в Израиле, и людям, которые живут вне Израиля. И вот здесь интересно, мы читаем историю встречи Петра с сердцем Божьим. В полдень следующего дня, когда посланные уже подходили к городу, а там другая еще история была, две истории переплетаются, история Корнилия и история вот этого мужчины Петра. Петр поднялся на крышу дома помолиться. Петр поднялся на крышу дома помолиться. Знаете, молитва – это не такое состояние, когда у тебя есть расписание молитвенное, когда ты молишься вот только с 7 до 8 утра, и все, и ты больше не молишься. Молитва – это разговор с Богом. Это разговор, который не заканчивается в нашей жизни. Молитва – это когда ты утром просыпаешься, и сердце твое говорит с Богом. Молитва – это когда ты выходишь, к примеру, погулять с собаком, и сердце твое разговаривает с Богом. Молитва – это время, когда ты, например, читаешь Писание, ты видишь что-то в Писании, и ты начинаешь с Богом разговаривать через Писание. Или ты открываешь свое сердце для того, чтобы Бог разговаривал с тобой через Писание. Молитва – это гораздо больше, чем просто 1 час в твоей жизни, который классно, когда мы выделяем время, специальное молитвенное время. Но молитва – это что-то большее. И здесь написано, пока готовили пищу, Петр решил вот в этот промежуток времени помолиться. Библия говорит, он был голоден и хотел есть, и он увидел видение. А видение выглядело так. Он увидел раскрытые небеса, нечто похожее на широкое полотно, которое опускалось на землю, придерживаемое за 4 конца. В этом полотне были всякие виды четвероногих животных, пресмыкающихся и птиц. Затем голос сказал ему, встань, Петр, закали и съешь. Помните, он хотел кушать. Бог с нами говорит на понятном для нас языке. Он голодный, и Бог ему предлагает, ты голодный, поешь. Но в наборе животных, которые спускались с небес, там не было чистых животных, которые кушали бы Петр и ему подобные ребята из еврейского братства. Там написано так, он сказал такие слова, ни в коем случае, Господи, ответил Петр, я никогда не ел ничего оскверненного или нечистого. Тогда голос сказал ему во 2 раз, не называй нечистым то, что Бог очистил. Интересная история. Вот смотрите, человек просто на крыше дома ищет лицо Божие.
Он ищет встречи с Богом. У него маленький промежуток времени. Он понимает, там ребята заняты приготовлением пищи. Слава Богу, телеков нет, тиктоков нет, инсты нет. В телефон, в принципе, не надо залазить. И он понимает, прекрасное время помолиться. Он поднимается, чтобы молиться. Он ходит, молится на языках. Он ходит, молится, поклоняется Богу своему. Вдруг он видит видение. Он ищет лицо Божие. Но в этот самый момент Бог прикасается к его сердцу определенным образом. И это не просто определенный образ прикосновения. Это полное изменение всей истории христианства. На тот момент фактически евреи проповедовали Евангелие только евреям. Не проповедовали Евангелие язычникам. Не проповедовали Евангелие всем остальным народам, которые жили не евреи вокруг них. Они считали, что им нужно просто спасти евреев, спасти Израиль, и придет Царство Божие на землю. Но у Бога был гораздо больший план, и Он понимал, этот план надо осуществлять. И Богу нужно было сделать это через кого-то. Через кого? Через того, кто ищет лицо Божие. Лицо Божие. Когда ты его ищешь, оно что-то делает в твоей жизни, что радикальным образом меняет вообще ход всей истории твоей жизни. Меняет ход истории жизни людей, которые тебя окружают. Когда мать или отец сегодня молится, ищет лицо Божие, и кто-то из них получает слово о том, как приобрести своего ребенка, которого задолбали уже там таскать на хорошие, на красивые собрания, а человек просто противится, и ты не понимаешь, но ты начинаешь искать лицо Божие. Может быть, ты берешь пост, ты хочешь соединяться с Богом, у тебя просто свои какие-то переживания, и вдруг Бог тебе говорит, что тебе нужно сделать для того, чтобы этого ребенка привести в Царство Божие. И здесь ему он говорит, иди к тем ребятам, которые послали стучащих тебе в дверь, иди и проповедуй им Евангелие. И мы видим, как таким образом открылись двери Евангелия для языческих народов. Еще одно место Писания. Тоже Деяния апостолов. Это небезызвестная 13 глава с 1 стиха. В церкви Антиохии были пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, Киренец, Луций, Манаин, получивший воспитание вместе с правителем Иродом, и Савл. Однажды, когда они служили Господу и постились. Вот всегда это вопрос. В смысле служили Господу и постились? В смысле служили Господу и постились? Вот у вас, когда вы читали 13 главу Деяний апостолов, никогда не возникал вопрос, в смысле служили Господу и постились? Их там было 5 человек. Они собрались пятером, это были старейшины этой антиохийской церкви. И все, что они делали, они служили Господу и постились. Для нас же служение Господу – это что-то говорить людям. Для нас служить Господу – это значит как-то прикасаться к жизням людей. Но эти 5 собрались, поклонялись, молились, они искали лицо Божие. И вот здесь творится история. Когда ты ищешь лицо Божие, приходит невероятное, сверхъестественное понимание вещей, которые необходимо сделать, когда ты выйдешь из этого Божьего присутствия. И там они получают слово, которое меняет вообще движение всей христианской церкви на сотни лет вперед. Они получают слово: «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я их призвал». И они после поста и молитвы возложили на них руки и отпустили их. Они отправили первых миссионеров. Они отправили людей, которые начали насаждать новые церкви среди язычников. Они отправили людей, которые начали насаждать церкви вообще вне Израиля. И в первый раз Евангелие фактически вышло за пределы Израиля. Друзья, когда мы ищем лицо Божие, это даже не просто время бессмысленное или бесплодное, которое ты проводишь в присутствии Божьем, которым ты просто понаслаждался, вышел и ничего не изменилось. Именно там происходят чаще всего какие-то исторические события. Чаще всего там мы получаем какие-то откровения, которые потом будут годами влиять на нашу жизнь. Именно там мы получаем откровения о том, чем нам заниматься по жизни, о том, куда нам идти, о том, где нам жить, о том, правильный ли это человек в нашей жизни, или наоборот от этого человека нужно удаляться и избегать этого человека. Лицо Божие. Это не просто прикольное место, где мы наслаждаемся жизнью, где мы наслаждаемся каким-то миром и покоем. Лицо Божие – это место, где сегодня куется или создается наша будущая судьба. Знаете, так печально,
осознавать, что есть категория людей, которые никогда не искали лица Божьего. Они никогда не искали Божьего присутствия, они никогда не находились в этом Божьем присутствии. И все, что они делали всегда, они просто пародировали других людей, они копировали жизнь других людей, потому что они не знали. От этого присутствия Божьего они не знали, что им делать в их жизни. Они не знали, куда им идти, чем им заниматься, с кем им жить, с кем им вместе творить. Все, что они могли, они просто подражали другим людям. Знаете, самое печальное, например, в церкви, когда церковь, там нет присутствия Божьего, и церковь не знает, куда она идет. И церковь, с ней происходит всегда такая ситуация. Она смотрит на рядом находящиеся церкви, которые двигаются куда-то, которые растут куда-то. Они смотрят и думают, ага, у них есть домашние группы, значит, нам надо замутить домашние группы, чтобы мы были как они. О, у них есть реп-центр, мы замутим реп-центр. О, у них есть там какая-то миссионерская движуха, они скидываются деньгами и ездят по близлежащим селам. Вот, мы тоже это будем делать. И ты понимаешь, что эти церкви, они пародируют или копируют жизнь других церквей, но от Бога для каждой церкви, для каждой семьи, для каждого человека есть своя судьба, есть своя история, которую ты должен построить. И понимание того, куда идти и как эту историю строить, рождается в Божьем присутствии от лица Его. Когда ты просто ищешь руки Его, когда ты просишь о том, чтобы Бог тебя в чем-то благословил, это всего лишь молитва в одну сторону, это не общение. Когда ты ищешь лицо Божие, ты настроен на то, чтобы слышать Бога, ты настроен на то, чтобы быть ближе к Нему, чтобы принять от Него что-то. Это совсем другой уровень отношений. Когда мы говорим о руке Божией, это всегда молитвы прошения, это молитвы ходатайственные, это молитвы, когда мы просто говорим, Бог, мне чего-то не хватает, или там Стасу чего-то не хватает, выдай ему, пожалуйста. И это хорошие молитвы. Но вся наша жизнь не может крутиться только вокруг этих молитв. Поэтому озаботься тем, чтобы у тебя было время, когда ты и Бог, когда тебя никто не видит, может быть, ты где-то гуляешь, может быть, ты где-то там ходишь в горы, или у тебя есть прекрасное время, когда тебя никто не видит, и ты ни с кем не пересекаешься, там, в обеденный перерыв. Или еще в какое-то время, когда ничто не будет тебя отвлекать, ни жена, ни муж, когда ты сам будешь, ты и Бог, приходить к Нему, общаться с Ним, находиться пред Его лицом. Да, есть время, когда мы молимся с женой. Есть время, когда мы ходатайствуем за какие-то вещи. У нас есть общие дети, мы за них молимся. У нас есть общие нужды, мы молимся за эти вещи. Есть время, когда мы как церковь ходатайствуем за что-то, и мы получаем, слава Богу, это от Бога. Есть вещи, в которых мы вместе, мы за какими-то целями вместе двигаемся. И это классно. Но жизнь церкви на этом не останавливается. Жизнь церкви – это когда ты и твой Отец. Жизнь церкви – это когда ты и твой друг Иисус, и ты с Ним время проводишь, и ты с Ним разговариваешь, и ты рассказываешь Ему о том, чем ты живешь сегодня, и ты открываешь перед Ним все свои сокровенные мысли, и ты делаешь все для того, чтобы поклоняться Ему, проводить с Ним время и делать это между мной и Богом. И интересно еще, когда мы читаем Деяния апостолов, 16 глава, там больше описывается о том, что значит искать лицо Божие, или о том, что нужно делать для того, чтобы входить в Божие присутствие. Открой нам это место Писания. 16 глава, 16 стиха. «Однажды, когда мы шли к месту молитвы», Лука уже пишет про себя и про апостола Павла, и про ребят, которые были с ними. «По дороге нам повстречалась некая рабыня, одержимая духом змеем. Предсказаниями она приносила большой доход своим хозяевам. Рабыня шла за Павлом и за нами и кричала: эти люди, слуги Всевышнего Бога, они возвещают вам путь спасения. Она делала это изо дня в день. И когда Павлу все это надоело, он обернулся и сказал духу: во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе, выйди из нее. В тот же момент дух ее покинул». История на этом не заканчивается. Когда ее хозяева поняли, что у них пропал источник дохода, они схватили Павла и Силу и поволокли их на площадь городским властям. Они привели их к начальникам города и сказали: эти люди, иудеи, они служат причиной беспорядков в нашем городе. Они вводят обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Толпа тоже присоединилась к обвинениям против Павла и Силы, и начальники велели раздеть их и бить их палками. Их сильно избили и бросили в темницу, а темничному стражу приказали бдительно их охранять. Получив такой приказ, он закрыл их во внутреннюю камеру и забил их ноги в колоду. Самое время начать искать
руку Божию. Согласитесь? Господь, сделай чудо, пусть нас из этой камеры там ангелы выведут, как это было с Петром, пусть произойдут невероятные вещи, тем более надо, чтобы ты покарал еще вон тех людей. То есть это конкретная ходатайственная молитва, молитва прошения о руке Божией. Но эти два парня делают совсем по-другому. Около полуночи Павел и Сила молились и пели хвалебные песни Богу. Вот как мы ищем лицо Божие. Мы поклоняемся Богу, мы благодарим Его. Даже в тот самый момент, когда вроде кажется, самое время тебе искать руку Божию, самое время тебе искать какое-то правильное избавление. Эти два парня, Павел и Сила, они знали совсем что-то другое, чего большинство сегодняшних верующих почему-то, видимо, не знают. Например, с моей жизнью, чаще всего, если бы у меня случилась такая ситуация, я бы искал руки Божьей. Я бы уже звонил бы разным людям. А эти два парня подняли руки, ноги у них были прибиты, но руки были свободны. Хотя, наверное, и руки были в оковах. Они подняли свои сердца, подняли свои голоса и поклонялись Богу своему. И в этот самый момент произошло то, что описывается здесь, как чудо, когда открылись все темницы, произошло землетрясение. Но знаете, больше всего меня потрясает. Многие из нас, мы же молимся за наших детей, о том, что если буду веровать я, спасусь я и весь мой дом. Помните, да, это обетование? Оно вот отсюда, с 31 стиха. Оно отсюда. Это обетование родилось здесь, когда эти два парня искали Божие лицо. И Бог им дал откровение. Если сейчас стражник примет Христа, то спасется он и весь его дом. И они потом провозгласили это обетование на этого стражника. Когда мы читаем это обетование на века. Это обетование, которое сегодня для многих из нас, это основание, актуальное основание, на которое нам надо встать и провозглашать о наших детях. Но это родилось в сердце двух парней, когда они поклонялись Богу, и они попали в Божие присутствие. Поверь мне, Божие присутствие изменит все в твоей жизни. Поверь мне, когда ты ищешь лицо Божие, это гораздо больше даже, чем просто взять пост 3 дня и просить Бог, дай. Когда ты ищешь лицо Божие, Бог скажет, что тебе нужно сделать, чтобы это «дай» случилось в твоей жизни. Аминь.